Первенство Северокавказского федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок собрало более 300 лучших спортсменов СКФО. Это отборочный этап на первенство России. Каждый спортсмен планирует показать сегодня высокий уровень мастерства. На одном из татами сошлись в весовой категории 73 килограмма представители Чеченской Республики в белом и Северной Осетии в синем. Целого раунда оппонентам не хватило, чтобы выяснить, кто из них лучше. В рамках дополнительного времени спортсмену в белом Султану Багаеву удается провести удачный бросок и завоевать победу. Конкретно сейчас схватка была сложная. Я много атаковал, но судьи, не знаю, что-то не хотели сдавать замечания сопернику. Но по воле Всевышнего сейчас болевым удалось выиграть. Схватки одновременно проходят на 3 татами. На одном из них оспаривают возможность выйти в полуфинал представитель ингушской школы дзюдо Магомед Муталиев и спортсмен из Чеченской Республики. Весовая категория 73 килограмма. Оба участника показывают хорошую технику борьбы и внимательно следят друг за другом. После 4 минут волнительного боя победу одерживает дзюдоист в белом кимоно. Это мой второй турнир против двухгодового простоя. Просто хотел проверить, на что способен. Первую схватку проиграл, он сейчас в финал вышел. Сейчас боролся в течение, алхамдулиллах, смог победить. Из 300 участников на турнире Ингушетию представляет более 30 дзюдоистов. Так как этот вид спорта в республике является одним из самых популярных, тренеры рассчитывают на высокие показатели своих подопечных. Президент региональной федерации дзюдо делится. На этом турнире они планируют забрать как можно больше путевок на российское первенство. Во всех весовых категориях у нас по несколько человек выступает. И на что мы рассчитываем? Мы рассчитываем, что путевок 10-15 мы должны заработать, чтобы выступить в финальной части первенства России, который будет проходить в городе Красноярск. Судейская коллегия ошибок не прощает. За поединками наблюдают около 20 судей международного уровня. О предвзятом отношении речи быть не может. Все действия фиксируют камеры, а значит, можно оспорить решение и доказать правоту. Мы в начале этих соревнований и вчера, и сегодня утром проводили семинар, совещание. Всех судей предупредили, как надо судить более качественно, чтобы победители и призеров были определены справедливо. По итогам первенства СКФО будет разыграно 42 медали в 14 весовых категориях. Но самая главная награда – это путевка на первенство России. Кто попадет в сборную федерального округа, покажет заключительный день турнира. Финальные схватки пройдут в воскресенье 3 марта. Микаил Тангиев, Адам Гулоев, Муслим Арчаков, Магаз 24.